Саламатсыздар әріптестер, менің есімім Евгений, фамилияны Кочетов, мен ақпарат және мәдениет вице-министрі. Мен қандай бағытта? Әрине бұл отбасы және жастар саясаты бағыты, сосын креативті индустрия бағыты, сосын ақпараттық сүйемелдеу әлеуметтік желінде бөлек бағыты, сосын цифровизация бағыты, және басқа барлық бағыты біздің министрліктің ішінде сұрақ-жауап айтамыз. Поэтому поставимся. Давайте, коллеги, ваши вопросы, пожалуйста, Стас. Пожалуйста. Представимся, да? Станислав Иванов, на этой неделе информагентства. У меня 4 вопроса. Мы спрашивали наших читателей, что их больше всего интересует. Вот выбрали 4 из наиболее самых кризисных Павлодарии. По области существует множество зданий и архитектурных памятников прошлого века. За последние годы пошла такая тенденция у местных акиматов выносить здания из реестра архитектурных памятников и перепродавать их частным лицам, потом сносить. И такой вопрос, есть ли у министерства позиция по этому вопросу, стоит ли сохранять памятники архитектуры прошлого столетия, которые даже здания, знаете, вывели уже давно из этого реестра официального, или стоит их снести и построить что-то новое на их месте? Давайте последовательно, да? Тогда я сейчас отвечу сразу же, Станислав. Но вы на самом деле задаете вопрос риторический. Когда вы говорите, какая позиция у Министерства культуры, да, в первую очередь, информация, несмотря на то, что как бы я сам из медийной среды, из журналистики, я все-таки говорю культура и информация. Какая позиция насчет памятников, пусть даже, да, архитектурного наследия нашего? Но, разумеется, позиция очень четкая и ясная. Да? Если они находятся под защитой государства, неважно, при этом в какой собственности они находятся, собственности, будь то республиканской или там в рамках местных, да, местной собственности, у нас позиция очень четкая за сохранение. Но при этом за очень такую хорошую и грамотную реновацию. Вот мы сейчас с коллегами встречались, тоже, наверное, ваш коллега задавал вопрос, Федор, фамилию я его не записал, он подобного рода вопрос задавал, и я повторю то, что я ему ответил, частично. Мы видим, как с архитектурными сооружениями, нашими памятниками, видим хорошие кейсы, как осуществляют реновацию их. Я приведу пример Северо-Казахстанской области. Вот это прям конкретно в тему просто. Там есть здание, старое здание бывшего областного театра казахского. В Петропавловске буквально года 2 или 3 года назад построили большое новое здание казахского театра. Шикарное, прям как на въезде из Астаны едете, через Бишкуль. С левой стороны стоит огромное здание. На Астана-Опер чем-то похож. Но было старое здание. Бывший дворец железнодорожников 36-го или 38-го года. Ну, с архитектурной точки зрения совершенно невероятное здание. Ну и театр в прошлом. И наши коллеги из Акимата сделали там совершенно фантастический креативный центр. Креативный хаб. Пару дней назад они вообще там провели презентацию. Туда же поместили ребят из регионального офиса Астана Хаба. Вот это показатель того, когда старое историческое здание, сохранив свой облик, до неузнаваемости вообще просто изменяется внутри и при этом становится реально новой точкой притяжения. И более того, мы даже когда там с ребятами сидели, разговаривали, многие говорят, ребята, которые там, в том числе журналисты, да, наши с вами коллеги, ребята там, которые занимаются творческим, креативным бизнесом, многие даже и не знали до этого, они говорят, мы проезжали, стояло здание законсервированное, мы даже многие не думали, что оказывается в нем такая красота. Поэтому у нас ответ такой очень четкий. Их нужно использовать. Нужна реновация, но при этом не меняя архитектурный облик таких зданий. И поэтому вот у Акимата Павлодарской области есть хорошие планы на следующий год по открытию, допустим, такого же там, творческого пространства, да, креативного хаба. Мы надеемся, что в Павлодаре он расположится именно вот в каком-то таком объекте, именно
исторического значения. Но, во всяком случае, мы были бы этому очень-очень сильно рады. Если здание уже вывели из реестра архитектурных памятников, может ли оно туда обратно упасть и могут ли жители как-то повлиять на решение, например, климатобласти, вновь внести какое-то здание в этот список? Ну, по процедурам, конечно, это возможно. Процедуры, в принципе, есть регламентированные. Может ли как-то население вообще повлиять на это? Я думаю вообще, что мы сейчас живем в очень хорошее время, когда появилось такое большое количество инструментов по учету мнения населения, что, ну, я не знаю даже, всем тем разнообразием, которые есть даже, да, ну, как бы плохо, когда не пользуются этим, потому что у коллег из Акимата реально в таком количестве они могут обратную связь получать от населения, разумеется, это учитывается, да, да, честно говоря, даже мы с вами здесь сегодня, да, вот сейчас же сидим, разговариваем, ну, нет же там никаких заготовленных вопросов, всем без проблем сказали, кто хотите, приходите и давайте разговаривать. Поэтому совершенно без проблем это мнение учитывается, и я думаю, нашими коллегами, ребятами в работе все это будет применяться, поэтому я лично никаких проблем с этой точки зрения не вижу. Если как уполномоченный орган, который отвечает за эту сферу, где-то будет нужна наша там, я не знаю, поддержка, содействие, там, консультация, мы, разумеется, ее готовы оказать. Вы имеете в виду обращение именно напрямую на сайт через правительство? Ну, есть система ЕУТНШ, да. Для того, чтобы, я не знаю, если вы хотите собрать группу людей, для того, чтобы ваш голос звучал громче, есть механизм онлайн-петиций, да. На региональном уровне у него там вообще 15 тысяч голосов, в принципе, нужно собрать для такого шикарного и большого региона, как Павлодарская область, это вообще не проблема. В общем, разные механизмы есть. Без проблем давайте через ЕУТНШ, если хотите. В общем, как вам удобно. Хорошо. Второй вопрос как раз таки по театрам. У нас в городе есть два театра. Один из них находится в историческом здании, и второй более новый. По региону в прошлом году Управление культуры сообщало, что был проект возможности открытия кукольного театра для детей. Но, как нам сказали позже, что этот проект не поддержали на уровне республики. Как у нас вообще происходит поддержка театров? Это искусство все-таки остается значимым. Есть ли какие-то программы, может, которые поддерживают театр? По кукольному театру, честно, я ситуацией не совсем владею. Давайте я уточню без проблем, если нужно письменно эту тему дадим, я подниму эту тему, почему такое было решение, почему мы могли этот вопрос заблокировать, уточнюсь. По театрам, на самом деле, вы, наверное, наблюдаете за тем, что сейчас очень большой расцвет театров, очень большой. Я 2 недели назад в Алмате встречался с ребятами, с, ну, так называемым креативным бизнесом, и, наверное, ну, 40% это были небольшие. У меня даже, знаете, у меня с одной стороны язык не поворачивается сказать частные театры, да, потому что, ну, это просто комьюнити ребят, которые хотят нести какие-то смыслы, да, именно при помощи театрализованных постановок, но сейчас это прям, ну, гипер круто и очень гипер быстро развивается. Я сам обожаю частные театры, которые сейчас есть, да, с удовольствием хожу на спектакли Интериуса, когда они в Астану приезжают. В Артишоке был на премьере 2 недели назад. И я к чему это вам рассказываю? Я рассказываю к тому, что мы сейчас идем этим путем. Мы пытаемся создать условия для небольших, давайте говорить, частных театров, да, по дополнительным помещениям для них. Сегодня в чем проблема основная? С ней сталкиваемся и мы, допустим, как уполномоченный орган, у которого есть республиканская собственность именно в этой сфере. Предположим, возьмем Казахконцерт имени Розы Баглановой, или же Астана Опера, или же Астана Балет, неважно. Даже там, проводя какое-то мероприятие, мы как министерство идем через процедуру конкурсную, через механизм государственного имущества. И, ну, конечно, да, это неудобно. А вы представляете, как это неудобно начинающим ребятам, которые хотят, я не знаю, ставить спектакли, которые там хотят развиваться, которые хотят, ну, я не знаю, ну, хотя бы начать на этом зарабатывать. Очень сложно. Поэтому мы сейчас в Маджлисе находимся, мы его называем так условно второй пакет мер поддержки для креативной индустрии. Мы там предусматриваем упрощенную процедуру передачи в найм помещений, в том числе для вот таких вот театров.
Подобная схема сегодня существует в школах. Вы, наверное, помните, что где-то в 2017-2018 году резко во всех спортивных залах в школах начали проходить секции какие-то. Вот особенно по районам это было очень четко видно. Вот вы живете в районе и видите, что прям вечером поздно в спортивном зале окна горят, то есть там что-то происходит. Вот мы хотим пойти по такому же механизму с нашими объектами культуры. Для того, чтобы в том числе частным театрам, небольшим, в них с легкостью могло предоставляться помещение. Это вы про частный театр сказали, а государственный театр? По государственному театру я говорю, я уточню, почему это такая была ситуация с нашей стороны, со стороны министерства. Но не могу, к сожалению, ответить. Хорошо, я понял, какого был театр. Я имею в виду два театра, которые у нас есть. Планируется ли увеличение бюджета, например, на ремонт с следующего года? Может, есть какие-то программы? Да, у нас есть перечень. Вообще тему, связанную с реконструкцией, ремонтом объектов культурных объектов, мы осуществляем через две программы, так называемые. Да. Первая у нас есть программа АУЛ ЕЛБИ-СГ. Пусть вас не смущает слово АУЛ, да, это не означает, что мы работаем чисто с сельскими территориями. И второе, это есть конкретно закрепленная норма по программе Аманат. Партия Аманат предвыборный. По этой теме мы тоже двигаемся. Могу, в принципе, назвать цифры, что мы там планируем отремонтировать, отреконструировать в следующем году. Признаюсь, не знаю, есть ли в этом списке эти два театра. Ну и вообще там театральные объекты. Но объекты культуры Павлодарской области там однозначно присутствуют. Вот. Поэтому механизм участия там республиканского бюджета в этих программах есть. То есть не только, грубо говоря, акимат Павлодарской области один на один с этой проблемой оставлен. Участие бюджета будет на том же уровне, что и был в этом году, или он будет выше? Сейчас мне вот шпаргалку скинули, представляете, по щучьему велению. Так. Вот, смотрите, я вам прям можно зачитаю, если вы не против. В рамках реализации программы АУЛ ЕЛБИ-СГ, а также за счет областного бюджета, то есть такая компоновка, где республиканский бюджет и областной бюджет, 2021-2023 год проведены ремонтно-восстановительные работы в 38 объектах культуры. Общая сумма практически 3 миллиарда тенге. Вот за эти, получается, 21, 22, 23 год были затрачены. Построено 4, это сельских клуба, и проведена реконструкция 3 объектов. В основном это было у нас в аулах. Кроме того, на 2024 год в рамках реализации программы АУЛ ЕЛБИ-СГ выделены дополнительные средства в размере чуть больше 1 миллиарда. То есть, в принципе, если поделить, там я вам говорил 3 года, да, практически 3 миллиарда. То есть, плюс такая же сумма осталась на капитальный ремонт 7 объектов культуры здесь, в Павлодарской области. Бирликский, СДК Баянаульского района, Кондыкольский СДК также в Баянаульском районе, в Железинском районе есть. Такой достаточно большой перечень. Я, если хотите, вам эту информацию форвардну. Возможно, вы найдете там то, что вас интересует по тем объектам, которые здесь есть. То есть просто вкратце еще раз, да, механизм есть, мы по этой части работаем, деньги стандартно там в районе 1 миллиарда на Павлодарскую область ежегодно, в принципе, по этой программе выделяются. Так, третий вопрос у меня по информации. Вот сейчас у нас идет развитие цифровизации, и многие совещания, аппаратные совещания, мероприятия официальные проходят в онлайн-формате. Журналистам на ним доступа нет в офлайн-режиме, только онлайн. Онлайн, сами понимаете, что формат такой, что иногда бывает связь прерывается и так далее. Считают ли в министерстве нормой, что журналисты недостоверно не представляют возможность офлайн участвовать в таких мероприятиях, или же нужно систему как-то поменять? Нужно делать какой-то компромисс, например? Вообще у нас рекомендация достаточно стандартная, мы за гибридный формат. И чтобы никаких ограничений для работы журналистов не осуществлялось. Вы даже знаете, что на площадке, на площадке главной информационной службы страны, региональной, у вас региональная служба, там служба центральных коммуникаций, именно такой гибридный формат есть. Да? И по остроте и по накалу, если честно, я бы, наверное, даже посмотрел, какие вопросы
более животрепещущий от тех журналистов, которые присутствуют физически в зале, или те вопросы, которые задают в онлайн-формате. И вообще, честно говоря, знаете, я вот просто есть с чем сравнивать. Я в 2016-2017 году был директором службы центральных коммуникаций. И я помню, как было тогда, какое количество журналистов аккредитовывалось на пресс-мероприятия, и вижу, какое количество аккредитовывается сейчас физически. И я вижу, что наоборот, участие журналистов онлайн, оно растет, потому что, реально по факту это удобнее во многом. Разумеется, вы правы, есть вопросы, связанные с качеством связи, с доступом, да, не всегда, я не знаю, оперативно, я не знаю, можно на эту ссылку по Zoom зайти, но это вещи, которые так обрабатываются. Но я на самом деле ничего плохого не вижу в том, чтобы журналисты в том числе принимали участие онлайн. Это время идет, и это нормально. Потому что, еще раз говорю, в 2016-2017 году было абсолютно по-другому. А это еще 10 лет даже не прошло. 8, да? Да, 8 лет. Поэтому, Станислав, давайте расслабимся и будем получать удовольствие от того, что происходит. Я поставил вопрос. Я имею в виду не службу коммуникации, никогда проблем не возникает. Я имею в виду акиматы области города. То есть, если у нас область в онлайн-режиме представляет информацию, видео, фото без проблем. То есть, к примеру, акимат города, он вообще не представляет никакой информации. Просто лишь в социальных сетях. Я к этому не веду. Я понял. Здесь тогда вот так вот отвечу. Все, Станислав, спасибо, что пояснили. У нас есть постоянно действующая комиссия по доступу к информации, так и называется. Есть одноименный закон. Законопроект сейчас как раз из Сената его сейчас в Мажилис вернули, но я думаю, что в ближайшее время он после отдельных доработок будет принят. У нас здесь практика такая. Если вы говорите, что тот или иной государственный орган как-то обходит действия законодательства, еще раз говорю, что по законодательству мы за гибридный формат, да, участия, то есть это должно быть, информация должна предоставляться. Мы давайте на этой комиссии, в принципе, можем на это внимание обратить, что насколько ли на самом деле правильно соблюдается законодательство о доступе к информации. Здесь вы абсолютно правы, и здесь нужно разбираться, такого быть не должно. Потому что, видите, я сужу с позиции фотокорреспондента, мне нужны фотографии авторские. У нас доступа нет. Угу. То есть мы даем либо свое, либо онлайн-формат. Понятно. Понятно. Да. И последний вопрос у меня тоже по культуре, по поддержке местного кино. У нас в регионе есть режиссеры, которые снимают свои авторские фильмы. Есть ли какие-то меры господдержки, на которые могут рассчитывать? Потому что, обращаясь, к примеру, в управление культуры, те же, они не получают должного внимания. Смотрите, давайте делить тогда вот так вот, Станислав. Здесь нужно на две части разделить. Давайте начнем с региона. В регионе существует такое понятие, как государственный культурный заказ. Да? Он на самый, как государственный информационный заказ, да, как мы с вами работаем как источники, то же самое есть для деятелей культуры. В нем также есть направления свои, приоритетные, на что акимат считает целесообразным в этом году или в трехлетку, да, выделять денежные средства. Это одно, то есть это один механизм. Не могу сейчас сказать, есть там кино или нет. Могу сказать за республику. У нас в республике есть очень хороший механизм, я тоже на встрече с населением это говорил, и если хотите, воспринимать это как призыв к действию. У нас есть Центр поддержки национального кино, ЦПНК. Мы достаточно существенным образом изменили сейчас подходы к работе комиссии этого центра. Впервые сейчас появилась возможность, давайте их называть не молодых киношников, не молодыми киношниками, а начинающими киношниками. Да? У начинающих киношников появилась возможность подавать свои заявки даже на уровне идеи, говоря в кино или те, кто делает контент, на уровне синопсиса. То есть вы можете подавать, неважно при этом, где вы находитесь, в городе Павлодар, в Аксу, в Экибастузе или в Баянауле, совершенно неважно. Неважно, какой у вас опыт, умеете ли вы снимать, не умеете, либо вы просто начинающий сценарист, который прошли курсы от какого-то эксперта в Инстаграме по написанию сценариев. Вы подаете свою заявку, если она удовлетворяет требованиям комиссии, в комиссию входим не мы, сразу же министерство к этому отношения не имеет, там разные, да, категории, профессионалы, working slayer, разные категории, тогда без проблем. Тогда это тогда можно рассчитывать на
финансирование этих проектов. Есть там тематические линии, да? Они у нас на сайте ГЦПНК есть, можно посмотреть, по каким направлениям будут выделяться денежные средства в следующем году. Поэтому без проблем. Если есть желание, все это, собственно говоря, можно осуществлять. Но я, честно говоря, это, может быть, звучит странно, да? Я бы хотел вам все-таки предложить, или не вам, а всем тем, кто хочет заняться съемкой кино, все-таки поговорить с действующими продюсерами в Казахстане. Сегодня в неделю, как минимум, один казахстанский фильм выходит в прокат, а то и 2-3. Иногда такие нахлесты есть по прокату. Вы, наверное, слышали, да, пару дней назад, когда «Моана» вышла, Таптамау Сина выходила, и там за зрителя, да, они боролись, собственно говоря. То есть казахстанского кино сейчас снимается так много, и существует такой спрос на хороших, качественных сценаристов, на идеи по этим фильмам. Мы регулярно общаемся с продюсерами, которые просто нуждаются в идеях, нуждаются в ребятах и готовы профинансировать это. И сейчас эпоха соцсетей, совершенно не обязательно в Алмате с ними рядом находиться. То есть возможности на самом деле море и без участия государства. Тут, как говорится, up to you. Да? Главное, чтобы у вас было желание в этом направлении двигаться. И еще одно уточнение, ремарка такая по предыдущему вопросу по информации. Вы говорили о гибридном формате. У нас гибридного формата нет. Либо онлайн, либо никак. Печально. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, другие вопросы есть? Бізді қазір білесіз, газетке жазылу кампаниясы жүріп жатыр. Біз енді 2025 жылда әр аудандарымызда жүргізіп жатырмыз, жазылу жүргізіп жатырмыз. Бізге өзекті мәселе бұл Қазпоштаның жұмысы. Қазіргі кезде Павлодар облысы белгілі болғандай, Павлодар облысында ауылдағы пошта бөлімшелері жабылып жатыр. 2025 жылы тағы да 13 ауылдың поштасы жабылады деген нақты осындағы филиалдың басшысы бізге мәлімдеме жасады. Бұл енді бізге үлкен соққы болады. Біз осыған дейін газетте аптасына 3 рет шығып келе жатқандықтан дұрыс жеткізе алмай екі рет, қазіргі кезде тіпті 1 рет аптасы шығатын болды. Өйткені бір аптада шыққан газеттің барлығын жинап алып, ауылдағыларға бір-ақ апаратын. Бұл енді ақпараттың ескіруіне алып келеді, газеттің өзектілігін жоғалтып жібереді. Енді жуырда Қазпоштаның басшысы мәлімдеме жасады, ауылдарға апару үшін 10 миллиард теңге керек. Енді жалпы бұрыннан да көтеріп келе жатқан мәселе осы Қазпоштаның жұмысы. Өйткені газеттердің өзі жаздыру қиын, жалпы газет оқитын қазіргі адамдардың азайып кетті, оның үстіне мынау Қазпоштаның газетті таратуға деген қолданыс деп отырған қиындығы. Қалай шешуге болады, сіздер қандай әрекет жасап жатырсыздар? Рахмет Нұреке сұрағыңызға көп. Оңай емес сұрақ. Себебі рұқсат болса орысша айтқым келеді. Ерекше лексика ішінде бар. Весь вопрос в тарифе, Нұреке. И вот вы правильно сказали, что когда у главы Казпочты спрашивали такую сумму, они назвали, они нам тоже ее называли, и я хочу сказать, что тариф на доставку газет, он не менялся последние, по-моему, 5 или 6 лет точно. То есть вот как мы работали с Казпочтой по старым тарифам, так и работаем. И это, разумеется, неправильно. Отсюда вот эти вот вещи, которые вы говорите, что бывают, да, газеты, которые там по 2-3 раза в неделю выходят, а там, в лучшем случае, если хотя бы один раз, да, она доходит, еще с учетом того, что они свои пункты закрывают. И здесь у нас решение есть. Мы совместно с Казпочтой сейчас прорабатываем вопрос по поднятию тарифов. Это потому что было одно из таких краеугольных камней в законе о масс-медиа, что все понимали, что на старом тарифе работать уже невозможно. И с Асель Женасовой, с ее ребятами мы регулярно встречались, разговаривали. Вроде бы, очень хорошие подвижки с Министерством финансов по этому вопросу сейчас есть. Поэтому
уақыт керек, қысқа уақыт керек. Күтеміз. Барлық сұрақтар осы жерде пысықтаймыз, менің ойымша. Я думаю, вот буквально, вот дайте нам чуть-чуть времени, вопрос с тарифом реально сдвинется, и вся эта тема уйдет как проблема. Можно? Ерсей Мирцбай, главный редактор «Звезды Предыдущие». Уточнить, вы сказали, новый тариф, вот вопрос решается. Он повлияет на стоимость подписки на издание? Вот, я поэтому и говорю, что когда мы говорим, что вопрос прорабатывается, мы сейчас, конечно же, хотим, чтобы на конечном пользователе, на конечном потребителе, да, это сказалось не сильно. Поэтому там сейчас механизм субсидирования мы обсуждаем, да, разные, инструменты. Чтобы в данном случае хотим, чтобы было хорошо как минимум 3 сторонам. Это журналистам, которые работают в этих изданиях, раз. Потому что уже напрямую зависит от этого заработная плата и так далее. Потребителям, которые хотят читать эти газеты. И третье, Казпочте, которая из года в год приходит и говорит нам, что нужны высокие тарифы. То есть в данном случае в этой тройке даже нет Министерства культуры и информации. О себе не беспокоимся, беспокоимся о первых 3. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Да, уважаемый. Жалақысы ең аздау жалақылардың санының бірі осы мәдениет және ақпарат саласының өкілдері журналистердің жалақысы соншалықты көп деп айта алмаймын. Жалақысы? Зарплата. Сіз бойынша бір алдағы жоба жоспарларыңыз Ну, здесь, видите, здесь вопрос больше, наверное, вот к коллегам по Акимату. Мы, допустим, сейчас по нашим крупным холдингам, я имею в виду Хабар, Казахстан, этот вопрос более-менее отрегулировали. Была программа принята по повышению, по-моему, благосостояния населения, и там была ежегодная индексация заработной платы, насколько я помню, по 20% она была. Мы тогда смогли этот вопрос решить. И я помню, что у нас на каком-то этапе выпал оттуда технический персонал, который занимается журналистикой, да, это все Казмедиа Толога. Сейчас даже с Казмедией практически вопрос решили. Поэтому, обнадеживающе это не звучало, да, но просто выбора нет, нужно к этому подтягиваться, потому что рынок же единый. Никто же, собственно говоря, не может там гарантировать, что вы не перейдете на более хорошую зарплату там, в какое-то другое издание, да, например, там, я не знаю, в Казахстан, да, или там в Хабар, или с удовольствием там вас, надеюсь, встретим в Казмедиа, да, например. Поэтому здесь, наверное, коллеги из Акимата эту работу осуществляют. Вот по республиканским СМИ я четко могу сказать, да, что мы сейчас над этим работаем. Поэтому, думаю, все будет тоже хорошо здесь. Вы, главное, не расстраивайтесь. Рахмет. Да, Ирина. Скажите, обратила внимание на вашу реплику про силу петиции. Вы не считаете, что после петиции о возврате прежнего часового пояса доверие к этому механизму как к эффективному несколько подобно? Простите, ваше имя пропустил? Ирина. Ирина, нет, не считаю. По одной простой причине. Это новый механизм по выстраиванию обратной связи, да, с населением. Не было у нас института петиции, и немногие страны этим похвастаться могут. Но я просто очень хорошо помню решение по петиции, да, которое было. По каждой петиции. И по петиции ЛГБТ я помню, и по петиции по переносу времени, и по утильсбору помню. Помню, какая аргументация была, и знаю, как это все обсуждалось. Самое, наверное, главное это. Сам присутствовал на этих заседаниях. И логика в решении по этому вопросу, я сейчас говорю чисто в части петиции, решение по этой петиции, она присутствует, да, что там было тогда достаточно мало времени прошло, да,
еще раз говорю, я только говорю в части петиции, но вы бы видели, как живо вот эта дискуссия проходила. Оно вот и для этого и нужно, понимаете? То есть для того, чтобы, не знаю, как бы там высокопарно это ни звучало, да, для того, чтобы вот эти вот процессы демократизации, о которых мы говорим, начали работать, оно вот и начинается вот с таких вот вещей. Оно начинается с открытых обсуждений, оно начинается там с дискуссий. И вот именно этим оно и было ценно. Я вам не про петицию по времени расскажу, я вам расскажу про петицию по ЛГБТ. Представьте себе картину. Мы взяли в работу петицию по запрету пропаганды ЛГБТ в средствах массовой информации. Финальное заседание по петиции происходило в киноконцертном зале Казмеди Орталога. Чтобы вы понимали, его вмещаемость 700 человек. Мы заполнили зал, заполнили бы на 1000. Но просто из-за того, что объект режимный, нужно было заранее приходить, да, это как бы время заняло, в общем, порядка 500-400 человек там находилось. Это была такая оживленная дискуссия. Нам в какой-то момент даже пришлось вызывать службу безопасности, потому что столкновение позиций между консервативной частью общества, те, кто выступает за традиционные ценности, казак сал дастурлы, и те, кто за либеральные ценности выступает, она была такая, что было так, достаточно жарко и горячо. Я просто для чего вам этот пример привожу? Такой же был на самом деле по петиции по времени. Вот как новый инструмент он ценен вот этим, он вырабатывает культуру принятия решений, он вырабатывает культуру дискуссии. Поэтому однозначно я считаю, что решение ни по этой петиции, ни по какой другой никоим образом не дискредитировало это как инструмент. Да, возможно, над чем-то нужно работать, как и все новое, да, которое появляется, но однозначно о его дискредитации я точно бы говорить не стал. Спасибо большое, Ирина. Спасибо. Уже. Бағана сөзіңізді айтып болсай, ауыл дербестігі бағдарламасы бойынша ауылдарда мәдениет үйлер көп ашылып жатыр, иә? Қуантарлық жағдай әрине. Бірақ кадр мәселесі қалай болды? Мысалы, мерекелерде тұрғындар концерттер өткізеді. Кадр мәселесі. Ақпарат бар ма? Әнсе. Кадр мәселесі өздері отырады осы бағдарламада. Жазбаша жібереміз? Жазбаша жібереміз? Кадр мәселесі. Все, это рахмет. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста, если есть. Давайте закончим, да. Я так понял, что и вопросов уже нет. Если есть вопросы. Давайте, Ирина. Вот очень много шума наделали поправки в закон о благотворительности. Высказались очень много общественников по этому поводу. Можно позицию министерства узнать? То есть вы можете успокоить народ, потому что там очень много говорилось о том, что будет запрещено сбор листьев. Ирина, переживать не стоит. Позицию министерства уже давала в лице нашего министра. Как раз в канун тех резонансных событий, которые по этому вопросу происходили, наш министр четко и ясно озвучила позицию министерства. Мы ее потом повторяли на разных площадках. Я ее тоже повторю еще раз для вас. Это совершенно нормально, когда вопросы финансовой дисциплины и прозрачности касаются благотворительных организаций. И переживать тем организациям, которые работают честно, совершенно точно не стоит. Теперь по поводу законопроекта. Законопроекта как такового еще нет. Говоря бюрократическим языком, сейчас мы находимся на этапе концепции. То есть мы сейчас обсуждаем общий каркас, если хотите, скелет. Да? То есть пока еще мы не можем сказать, что будет внутри какие-то детальные нормы. То есть идет процесс обсуждения. Совместно с экспертным сообществом, с депутатами, с правоохранительными органами, агентства финансового мониторинга. Эти вопросы обсуждаются. Поэтому пока еще рано вообще о чем-то говорить, и голову пеплом точно посыпать еще не стоит. Нужно здесь просто чуть-чуть подождать. Я вам четко говорю и точно говорю, что с учетом того, какой резонанс вызвали события, связанные с рядом благотворительных организаций в нашей стране, этот процесс по обсуждению и выработке этих норм, он точно
не пройдет мимо вас, не пройдет незамеченным, вы точно о нем узнаете и точно сможете в той или иной форме поучаствовать, не знаю, там, высказать свою идею, предложить что-то, как минимум, через нас, чтобы наша встреча сегодняшняя с вами была не случайна. Вот давайте я вам такое обязательство даю. Если у вас будут идеи на этот счет, мы с удовольствием готовы, я лично готов их выслушать, можете, там, не знаю, написать, отправить, и мы их всячески, не буду говорить пролоббируем, но будем, собственно говоря, в работе их учитывать. Рахмет. Спасибо.